Эфир продолжает выпуск новостей в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. Вначале коротко о главных событиях к этому часу. Жители Хангаласского улуса ждут приятные перемены. 19 проектов благоустройства получат финансирование. Какие именно, узнаем далее. Дом культуры «Металлург» стал машиной времени. Концерт в Уснере подарил жителям незабываемые эмоции. Пункт приема новогодних елок открыт в Якутске. Не выбрасывайте, а сдайте на переработку. В 2025 году в Якутии построят 8 объектов здравоохранения. Глава республики Айсен Николаев поручил обеспечить их своевременный ввод, подчеркнув важность стартующих в этом году 3 национальных проектов в сфере здравоохранения. Среди новых объектов поликлиника в селе Амга, лечебные корпуса в Вилюйске, Нюрбе и Намцах, а также больничный комплекс в селе Мая и другие. Всего до 2028 года планируется ввести 15 объектов. За время новогодних каникул республиканские психологи провели 130 новых и повторных обращений по госпитальным и выездным обращениям. Также проведено более 300 индивидуальных и групповых психологических работ. За помощью к психологам могут обратиться участники СВО и члены их семей. Для получения помощи не требуются подтверждающие документы. Все беседы и консультации проводятся анонимно и конфиденциально. Записаться на консультацию можно, используя псевдоним. Обращения к нам анонимные и конфиденциальные, не требуется документов, можно записаться под псевдонимом. Для членов семьи ведутся постоянные группы поддержки, проводятся спецмероприятия. Психологи работают столько, сколько нужно для нормализации состояния каждого отдельно взятого человека. Помощь и поддержку можно получить, записавшись по номеру 319109. Также можно узнать по номеру контакты наших филиалов. Филиалы работают в центральных, заречных улусах, в Южной Якутии. Также можно обращаться на круглосуточный телефон доверия 8 800 135 50. 19 проектов Хангаласского улуса отобраны для финансирования по программе поддержки местных инициатив. Каждый получит 2 миллиона рублей из бюджета Якутии. В планах благоустройства площадки для эсэха спартакиады к 80-летию Победы. В городе Покровске будут реализованы 3 проекта: отсылка улиц микрорайона Селекционная, обустройство детской площадки в микрорайоне Звероферма и асфальтирование территории многоквартирного дома на улице Братьев Ксенофонтовых 1. Это очень действенная программа, которая сплачивает население, да, сплачивает власть, сплачивает муниципалитеты, и сплачивает население и спонсоров. Ну, так как я являюсь жителем города Покровска, конечно, мы участвуем во всех этих программах и как спонсор, и как зачинатель идей, да, и сама детская площадка, она имеется, ее установка занимает, тоже технологических требований, это бетонирование, основания, да, и покраска, осталась покраска металлоконструкций. В Якутии в 2024 году установили почти 7,5 тысяч пожарных освещателей в рамках акции «Предупреди пожар». С 2021 года в домах якутян появилось уже более 20 тысяч таких устройств. Извещатели доказали свою эффективность. Например, в Верхоянске благодаря им эвакуировались 26 человек, включая 13 детей во время пожара в многоквартирном доме. Напомним, извещатели легко устанавливаются. Сама установка может быть произведена самостоятельно в течение нескольких минут. А низкая цена устройств позволяет оборудовать ими даже большие жилые помещения без значительных финансовых затрат. Эстафета «Знамя Победы», посвященная 80-летию Великой Победы, продолжает свой путь по Якутии. Сегодня знамя передали от Мегина Кангаласского улуса Амгинскому. Следующим пунктом эстафеты 13 января станет Усть-Майский улус. Напомним, республиканская эстафета «Знамя Победы», проходящая под девизом «Вместе к победе», будет передаваться из одного улуса в другой по всей республике и вернется в город Якутск в день празднования 80-летия Победы. Знамя Победы встречаем в наших населенных пунктах. Это Эмисы, Алтанцы, Сатагай. Дальше эстафета продолжится в населенных пунктах всего нашего Амгинского улуса. Потом эстафету передадим нашим соседям Усть-Майскому району. И нам отрадно, что символ победы
будет во всех районах нашей республики. Третья школа подготовки вожатых стартовала в Якутске на базе лагеря «Сосновый Бор». Участниками слета стали 90 активистов с разных уголков республики. В основном это студенты СУЗов и вузов региона. Так, в течение недели ребята будут проходить различные мастер-классы, лекции и многое другое. Все для того, чтобы сдать зачет и получить сертификат на должность профессионального вожатого. В этом году участниками слета стали и волонтеры движения первых. Отмечается, что таким образом будет сформирован корпус вожатых организаций. У нас стоит задача создать условия для того, чтобы ребята развивались патриотами, гражданами своей страны, которые умеют вместе создавать команды, которые потом решают те задачи, которые они сами выдвигают. Вот. Это у нас одно из больших движений, которые у нас в стране работает с молодежью. Здесь сейчас у нас стоит задача подготовить наших помощников, потому что когда к ребятам приходят молодые, яркие, творческие, креативные ребята, более старше, скажем, на год, на два, то они гораздо лучше идут за ними, да. В Якутии продолжается республиканский этап научно-практической конференции «Шаг в будущее». Участникам конференции предложена насыщенная программа, включающая мастер-классы, круглые столы и выставки. Во второй день работы мероприятия школьники посетили профориентационные площадки по техническому и гуманитарным направлениям. На этих площадках представлены 18 учебных подразделений СФУ, где каждый желающий может ознакомиться с программами подготовки университета. Самое большое наше преимущество заключается в том, что у нас дети поступают на базе аттестата, то есть, получается, им баллы ЕГЭ нам не нужны. И помимо этого у нас сейчас обучаются по таким довольно-таки популярным направлениям, как программисты, разработчики веб-мультимедийных приложений, сетевики, то есть сетевое и системное администрирование. И помимо этого связисты, то есть все те технологии и все те направления, которые сейчас популярны, у нас также имеются. Народному художнику РСФСР Афанасию Мунхалову сегодня исполнилось 90 лет. В честь юбилея выдающегося якутского графика, первого лауреата ГЭС-премии имени Платона Аюнского, в Чурапчинском Улусе открылась выставка. Афанасий Мунхалов – участник международных выставок в 26 странах мира. Графические произведения художника представлены более чем в 40 странах мира. Его персональные выставки были организованы в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, Германии, США, Румынии и Болгарии. Работы художника хранятся в фондах крупных музеев страны. Планируем мы очень много мероприятий. Например, у нас откроется постоянная экспозиция в нашей арт-галерее современного искусства «Планета Мунхалова» работами ведущих якутских, советских и российских графиков-художников. Это будет у нас, как я сказала, постоянная экспозиция. Она будет постоянно экспонироваться, постоянно привлекать народ. Далее мы планируем очень крупные выставки персональные Андрея Чикачева, Иннокентия Корякина, Александры Самсоновой с Уралдима. Ностальгия по звукам прошлого захватила Усть-Неру. В Доме культуры «Металлург» состоялся концерт, собравший поклонников любимых хитов прошлых лет. Подробнее об этом в следующем материале. Народный театр при Усть-Нерском доме культуры «Металлург» вновь открывает занавес. Но это не премьера спектакля, нет. Это творческий концерт, в котором самодеятельные артисты театра покажут себя немного с другой стороны. Название творческого концерта говорит само за себя – «Мелодии СССР». Это было время, когда мы верили в будущее. Мы думали, что всегда вот это будет. И песни, конечно, время такое диктовало, что поэты,
композиторы, исполнители, они творили шедевры. Я просто хочу сегодня, чтобы молодежь это услышали и им, чтобы это понравилось. Играть роль в спектакле – это одно, а выступать с сольным вокалом решились самые смелые. Сегодня исполняю песню из кинофильма «Бриллиантовая рука». Когда предложили выбрать что-то из песен Советского Союза, долго не думала, потому что любимый фильм с детства «Бриллиантовая рука», и сцена со Светланой Светличной всегда очень нравилась, считала ее интересной и заводной, и поэтому долго не думала, потому что даже часто дома напеваю эту песню. Она мне поднимает настроение на самом деле. Зрителей было не сказать, чтобы много, все-таки выходные, но концерт смотрели с удовольствием. Многие подпевали. Хорошо встречали шуточные репризы. Я слышала, зал сидел, подпевал, я в том числе. Я говорю, ну вот песни, как, допустим, «Ночное рандеву», «Ветер с моря дул», танцевали под эти песни на дискотеках, которые песни были из 70-х, 60-х. Это песни родителей, которые, как бы, ну, знаю с детства, их тоже слушала на пластинках, на бобинных магнитофонах. Впечатление очень хорошее. Спасибо организаторам. Уходившие зрители улыбались. Вечер прошел не зря. Светлана Пцулова, Андрей Неустроев, Уснера. В Якутске открылся временный пункт сбора новогодних елей и сосен, сообщили в Минэкологии республики. Как отмечают в ведомстве, просто выбросить на улицу новогоднюю ель нельзя. Это незаконно и не экологично. Отслужившие в праздники деревья можно увезти в пункт временного сбора на базе Якут-лесоресурса по улице Кеша Алексеева, 9/1. Также можно утилизировать самостоятельно в контейнер, распилив ствол и ветки, или увезти на мусорный полигон. Обзор новостей мы продолжим на канале Якутия 24. Оставайтесь с нами.